Эти движения Вероники и Андрея похожи на танец, но гидрокостюмы говорят об обратном. Они разминаются перед стартом соревнований по плаванию на открытой воде Свияга Свим 2019. Приехали из Удмуртии уже больше 20 лет не разлей вода, и это их первый опыт в подобных соревнованиях. Мы вообще тренируемся на сельском пруде. Да, в лесу такой бывший карьер. Туда-обратно километр. Ну, Веронике цель медаль, ну, ей обещали. Подшучивая, отправляются занять очередь на старт. А она здесь не маленькая, в первом заплыве на 3,5 километра, около 300 участников. 3, 2, 1. Здесь равны все – спортсмены, любители и даже новички. Задача на время проплыть вокруг острова Града Свияжск. 3,5 часа – это ограничение по времени, но опытным пловцам достаточно и 40 минут. Получается, еще кто-то не стартовал, а на финише уже ликуют болельщики. Радость, веселье, то, что наконец-то проплыл. Потому что посередине дистанции я думал, дальше что-то будет все тяжелее, тяжелее. Еще волны когда начались, вода холодная, все. Все против меня. По данным организаторов, температура воды 21 градус. Это приемлемая температура для плавания, но скажу вам честно, вот это вот максимум, на что меня хватило. Вода и вправду бодрит, но спортсменов это ни капли не пугает. Когда начинаешь плыть, разогреваешься и очень комфортно, и как раз не перегреваешься. Оптимальная сегодня температура для соревнований. Жжение кожи начинается, а потом уже привыкаешь. Но если плыть в плавках, то не доплывете точно. На финише уже замечательная. Теплые, согрелись. На борьбу с волнами Свияги выходят пловцы всех возрастов от 16 до 65. Добравшиеся до финиша получают медаль, а вот этот спортсмен заслуживает отдельного уважения. Победить себя и преодолеть эту сложную дистанцию удалось многим. Здесь главы муниципальных районов, депутаты и наши коллеги. Волны были вот на второй половине. Достаточно они замедляли ход. Но вот сейчас уже на финише уже более-менее спокойно было. На самом деле, сегодня задача минимум была проплыть, почувствовать эту дистанцию. Получилось почти 4 километра наплавал вместо 3,5. Но в целом я доволен. Победители будут определены как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям. Заплыв Свияга Свим является вторым по счету и пока единственным соревнованием на открытой воде в Татарстане. Но в планах в следующем году увеличить количество участников и провести это соревнование в несколько дней. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район.